Крымскому инженерно-педагогическому университету исполнилось 25 лет. Крупнейший образовательный и культурный центр подготовил более 22 тысяч квалифицированных специалистов, 22 докторских, 186 кандидатских диссертаций только за последние 5 лет. В стенах КИПУ более 600 обучающихся получили красные дипломы. Лучшие студенты и преподаватели принимают активное участие в международных, региональных, научно-практических конференциях. Студенты стали победителями конкурсов Государственного совета Крыма. Молодые преподаватели выиграли гранты на научные исследования. В юном возрасте КИПУ открыл свои научные школы, и их количество увеличивается с каждым годом. Налажены тесные связи университета с промышленными предприятиями, научными организациями и образовательными учреждениями Крыма. Университет открыл 4 базовые кафедры на предприятиях республики. В декабре 2016 года началось строительство Центра полиэтнической культуры молодежи. Сегодня вуз сотрудничает с университетами Российской Федерации и участвует в совместных конкурсах и проектах. Высокий уровень образования и качественная профессиональная подготовка выпускников КИПУ признаны в Российской Федерации и за рубежом. Сегодня университет занимает достойное место в системе образования Республики Крым и нашей великой страны. Это сегодня. Но 25 лет назад, когда все только начиналось, у истоков долгого пути, полного разочарований и побед, стоял один человек с мечтой об университете, объединивший небезразличных к судьбе Крыма людей. Идея создания высшего педагогического учебного заведения в Симферополе принадлежала профессору Февзи Якубову. Февзи Якубов загорелся идеей создать вуз, в котором крымско-татарская интеллигенция была бы востребована. Первой победой на пути к мечте стало знакомство с Николаем Васильевичем Багровым. Именно Николай Васильевич стал тем человеком, который не только одобрил, но и поддержал на тот момент идеи о проведении конференции крымско-татарских ученых в Крыму, а позднее о создании института, который долгие годы будут называть крымско-татарским. Первая конференция ученых Крыма «Пути научное обеспечение экономического, социального и культурного развития Крыма и использования научного потенциала ученых, крымских татар и других депортированных народов» прошла в апреле 1991 года в Симферополе. В конференции приняли участие более 500 ученых из многих регионов бывшего СССР и Крыма, среди которых 252 ученых из числа крымских татар. Еще где-то в 80-х годах в Ташкенте я собирал инициативную группу ученых, и мы обсуждали, чем мы будем заниматься, когда мы приедем в Крым, как ученые. И первое, что мы придумали, это была конференция, которую мы блестяще провели здесь, в Симферополе, в течение 3 дней. Вот Александр Андреевич Фарманчук в своих книгах называет это первым культурным, интеллектуальным походом крымских татар в Крым. И я рад тому, что мы такую конференцию провели при большом количестве крымско-татарских ученых. И важным результатом этой конференции как раз явилось создание Крымского индустриально-педагогического института. Тогда он так назывался. Работа конференции была под угрозой. С одной стороны, ее пытался сорвать Леонид Грач. Он в качестве сопредседателя комиссии по подготовке конференции возражал против включения в название конференции слов «ученые крымские татары». С другой стороны, организация крымско-татарского национального движения во главе с Мустафой Джемилевым. Мустафа Джемилев говорил: зачем вы, говорит, проводите это с Компартией, а не проводите с нами? Вот такой был разговор в конечном счете, хотя вначале он был очень тяжелый. Мы их сорвем, мы сделаем эти, зашумим конференцию, не дадим выступать там. Но потом конференция прошла нормально, слава богу. Участники конференции поддержали создание института, направленного на решение интеллектуальных проблем возвращающегося на родину крымско-татарского народа и Крыма в целом. С постановлением Совета министров Крыма о создании Крымского государственного индустриально-педагогического института начался долгий путь создания, открытия, становления и развития института, ставшего колыбелью мудрости крымско-татарского народа. Еще один вуз начнет свою работу в 1994 учебном году. Крымский индустриально-педагогический институт обосновал необходимость открытия этого вуза и, главное, сумел убедить в этом Совет министров Крыма
профессор, доктор технических наук Февзи Якубов. Он же назначен ректором института. Вообще, я думаю, что в те годы еще, когда вот становился университет, не все до конца понимали, насколько нужен был университет вообще нам, вот нам, крымским татарам. Февзи Якубович, конечно, это очень глубоко понимал, и его вот эти усилия найти нас всех, собрать, дать понять, что от нас нужно, это дорогого стоит, и это только его заслуга. Первые шаги давались очень трудно. Институт нуждался в поддержке, помощи, надежной опоре. Февзи Якубов пропустил через себя все успехи и трудности. Подбор педагогических кадров, составление учебных планов и программ, поиск средств для материального оснащения. Распад страны, разрушение экономики делали работу института невозможной в условиях отсутствия материальной базы и учебных площадей. Учебные процессы, научные исследования приходилось организовывать на базе разных учебных образований. Первое, что характеризует тот период, это поразительная мобильность. 2 учебных пары преподаватель читал в одном конце города, 2 других – в другом. Мы занимались в 25-м и 26-м училище. Там мы начинали занятия. Нам было выделено 7 помещений, но нам уже не хватало. И мы даже проводили занятия в 3 углах актового зала. Представляете? Потом мы проводили занятия в 11-й школе, в автошколе, во многих вузах Крыма, даже Севастополя. Я очень благодарен, что они открывали двери для того, чтобы мы проводили там занятия. Многие мне прямо в лицо говорили: Февзи, ты что за дело взялся? Смотри, что творится в Крыму. Большинство не верили. И очень много было запахателей, я бы сказал, которые буквально тормозили открытие. У нас были по одному столу, у каждого декана был один стол. В приемной ректора, у него тоже такой небольшой кабинет. Мы постоянно встречались, вместе находились, решали все вопросы. Февзи Якубович, он очень одаренный человек в том плане, как организатор, просто ему нет равных. И вот он бы мог организовать любую работу, мне так кажется, потому что он талантливый в этом отношении, и как ученый, естественно. И я хочу сказать, что вот он успевал все, и других заставлял, и мы вместе как бы в его команде делали. И, наконец, добились того, что начало все нормально развиваться. Вот это все начиналось со стульчика с одного. Маленький деканат был по такого помещения. Тогда деканом уже работал профессор Абдулгазиз Мирабулаевич. А когда я к нему зашла, он сказал: вот стульчик, присядьте. Вот это было мое рабочее место. И в этот момент, когда ликвидировались многие предприятия, создавать вуз, добиваться его разрешения, я считаю, это подвиг, и этот подвиг совершил в свое время практически, можно сказать, единолично наш ректор-организатор Февзи Якубович Якубов. Мы формировались в застойные периоды. Уровень инфляции достиг в Украине 10 400%. Это 104 раза в год возрастала инфляция. И вот в этих условиях мы зарплату по несколько месяцев не получали. Но тем не менее, вот энтузиазм именно того коллектива, который сформировал Февзи Якубович вокруг себя тогда, за это мы ему бесконечно благодарны. На энтузиазме в основном мы тогда выходили. Решающим для института периодом стало постановление Кабинета министров Украины, в соответствии с которым вузу были переданы учебные корпуса Симферопольского военно-политического строительного училища, корпуса которого были в плачевном состоянии. Никому не нужные и брошенные на произвол судьбы здания встретили преподавателей и студентов КИПУ опавшей штукатуркой, вздыбившимся паркетом, горами мусора. Студентами инженерного факультета и его сотрудниками было собрано и вывезено 35 грузовиков мусора. И это исторический факт. По крупицам, поэтажно восстанавливались аудитории. Преподаватели сами приносили мебель, чтобы оборудовать аудитории. В этих сложных условиях преподаватели и сотрудники работали как одержимые, ведь они не просто делали ремонт. Они строили будущее Крыма. Но делали мы все. Мы белили, мы красили, мы мусор выносили. Мы все делали сами. У нас не было разделения на лаборантов, там, на доцентов, на профессоров в какой-то там в черной работе. Мы все делали одну общую работу. И освещения у нас не было, и отопления у нас не было. В зиму мы сидели все одетые, в перчатках, писали студенты конспекты. То есть времена были тяжелейшие.
И когда вот теперь через столько времени смотришь на этот пройденный путь, понимаешь, какой героизм проявляли наши люди. И, конечно же, мотиватором и вдохновителем всего этого героизма был опять-таки Физия Якубович. Так вот, я сам своими глазами видел, как они ремонтировали эти аудитории. Я видел своими глазами, приходил, смотрел, как они ремонтировали на Полигонной. Это Умер Абдуллаевич, вот Чингис Юзеевич, ну, Казим Беляев тогда был покойный, и ряд ученых. На этой волне энтузиазма, на этой волне желаний создавался университет. В те времена коллективу нужно было решать разные задачи и не растеряться. Только доверие друг к другу и слаженная работа могли сплотить коллектив и обеспечить успех. В течение первых лет деятельности института была выполнена большая работа по организации учебно-воспитательного процесса и созданию учебно-методического обеспечения. Получение первых государственных лицензий на образовательную деятельность институту обеспечил первый проректор по учебной работе Ведислав Трещев. Под его руководством были разработаны первые учебные планы специальностей, составлены учебно-методические комплексы дисциплин, заложены основы системы контроля учебных занятий, создавались новые отделы института. Вот 26 лицензий мы за это время получили. И каждый из них – это, ну, по крайней мере, стакан крови. Это понимает только тот, кто это делал реально, ходил за ним. И я очень благодарен коллективу нашего университета, что все мы болели, все мы стояли за это, и все мы шли на самую черновую работу, чтобы мы становились университетом. В 1994-1995 годах были образованы 4 факультета: дошкольной и начальной педагогики, бухгалтерского учета, филологический, инженерно-педагогический. 9 апреля 1994 года был установлен первый государственный заказ на прием по очной и заочной формам обучения от 325 студентов по следующим специальностям: педагогика и психология дошкольного обучения, педагогика и методика начального обучения, крымско-татарский язык и литература, трудовое обучение, бухгалтерский учет и аудит. На первой научно-практической конференции, подготовленной и проведенной учеными вуза 26-27 января 1995 года, обсуждались проблемы возрождения и развития школ с обучением на государственных языках Крыма. На расширенном заседании ученого совета университета была принята программа издания учебников на крымско-татарском языке. Реализация этой программы позволила в течение 10 последующих лет полностью обеспечить учебниками и учебными пособиями на крымско-татарском языке начальные классы и перейти к подготовке учебной литературы для последующих образовательных ступеней. Гуманитарные исследования кафедр института были ориентированы не только на изучение крымско-татарского языка и литературы, но и на проблемы истории Крыма, этнопедагогики крымских татар. По этим научным проблемам были защищены первые диссертации на соискание научных степеней. Открытие нашего вуза очень поспособствовало сохранению нашей научной интеллигенции. Если бы не был своевременно именно в эти годы создан вуз, и те возвращающиеся из мест депортации наши соотечественники, там, будучи научными работниками, имея ученые степени и звания, здесь могли просто раствориться, быть совершенно не востребованными, уйти или в сельское хозяйство, или просто заняться самовыживанием. А мы прекрасно понимаем, что это уже исторически доказано. Интеллигенция не может выживать без народа, и народ без интеллигенции тоже не может полноценно существовать и развиваться. Поэтому вот такой вот завершающий венец из перечня этих результатов, энтузиазма, результата вот этого подвига, совершенного изначально в 1993 году, 25-летие которого мы сейчас празднуем, является вот такая вот многоступенчатость, которая на сегодняшний день привела к этому нашему праздничному дню.
Постепенно Крымский государственный индустриально-педагогический институт расширил свою образовательную деятельность. В 1997 году в структуру вуза было включено Симферопольское педагогическое училище, ныне инженерно-педагогический колледж. В 2003 году произошла реорганизация. Крымский государственный индустриально-педагогический институт в Крымский государственный индустриально-педагогический университет. А в 2005 году вуз получил свое современное название – Республиканское высшее учебное заведение Крымский инженерно-педагогический университет. А в 2004 году Февзи Якубович принимает решение об открытии учебно-консультационного пункта в Керчи, Джанкое и Евпатории. ВУЗ становится центром многочисленных международных и республиканских симпозиумов и конференций. В его стенах встречали политиков, руководителей государств, известных деятелей науки и культуры. Сейчас установились конструктивные отношения с правительством Республики Крым, с главой Сергеем Аксеновым, с председателем Государственного совета Владимиром Константиновым, депутатом Государственной думы Русланом Бальбеком и министром образования, науки и молодежи Натальей Гончаровой. Каждый из них способствовал вовлечению международных гуманитарных средств и тем самым вводил КИПУ в орбиту мировых университетов. Пройдя годы становления, Крымский инженерно-педагогический университет занял свое почетное место в системе образования Крыма. Сегодня в КИПУ учатся более 6 тысяч студентов. Ежегодно выпускаются около 2000 специалистов и магистров по 28 специальностям. Научные сотрудники университета ежегодно принимают участие в более чем 1000 научных конференциях. Ежегодно защищаются от 10 до 15 кандидатских и докторских диссертаций. Издаются более 1200 публикаций профессорско-преподавательского состава. Научные публикации студентов ежегодно достигают свыше 700 статей. Получено более 30 патентов на изобретения. Более 3000 студентов принимают участие в научно-исследовательской деятельности университета. Образовательную деятельность Крымского инженерно-педагогического университета обеспечивает высококвалифицированный научно-педагогический коллектив. Профессорско-преподавательский состав достигает более 450 преподавателей, большая часть из которых – кандидаты и доктора наук. Подготовка специалистов в университете ведется на 5 факультетах, объединяющих 29 кафедр. В числе первых был создан инженерно-педагогический факультет, деканами которого с 1997 по 2015 годы были выдающиеся ученые и организаторы. Кандидат технических наук доцент Казим Белялов, доктор технических наук профессор Умер Абдулгазиз, доцент Виктор Романенко, кандидат технических наук доцент Эскендер Люманов. Большая часть жизни факультета, а именно 19 лет, связаны с Умером Абдулгазиз, под руководством которого были открыты профили специальности профессиональное образование, транспорт, машиностроение, охрана труда, сварка, электромеханика и технология изделий легкой промышленности. Нам пришлось осваивать инженерно-педагогическое образование, дающее двойное образование. Это инженер с правом преподавания. И в числе инженерных специальностей мы постарались охватить те направления, тогда еще специальностями они назывались, которые другие вузы Крыма не готовят, чтобы мы не входили в какую-то конкуренцию с самого начала и просто восполняли то, чего не хватает крымской экономике. Осенью 2005-го факультет был преобразован в инженерно-технологический. В настоящее время на 6 кафедрах факультета работает более 60 преподавателей, среди которых 5 докторов наук, 5 профессоров, более 30 доцентов, более 40 кандидатов наук и около 20 старших преподавателей. В 2017 году мы лицензировали долгожданное инженерное направление подготовки. Это уже инженерия в чистом виде. Мы готовим кадры для промышленности без педагогической составляющей. В 2018 году мы осуществили первый набор, чем, собственно говоря, очень горды. Активно начали сотрудничество в этом направлении с именитыми вузами, в частности МГТУ имени Баумана. Вот в этом году к нам приезжали уже по обмену 25 студентов. Совместно с нашими студентами были определены базы практик на ведущих предприятиях Крыма. Поэтому инженерия для нас это очень многое.
22 лаборатории, учебные мастерские и специализированные кабинеты. Именно в них студенты вместе с наставниками-педагогами проводят исследовательские работы, учатся решать сложные задачи, осваивают новые технологии и работают с конструкциями. Это токарно-винторезный станок модели 1К625. Именно с этого станка началось развитие кафедры технологии машиностроения. На этом станке студенты отрабатывают свои первичные навыки по лезвийной обработке материалов, а именно теловращения. Все эти навыки очень полезны студентам, так как в будущем они будут занимать руководящие должности, и они просто обязаны начинать с азов, с основы в целом инженерии, инженерного дела. Это способность, это умение, обладание определенными навыками по работе за станками металлорежущими, такими как токарный станок, фрезерный, сверлильный станок. Именно эту задачу и решали при создании кафедры технологии машиностроения, так как без материально-технической базы, без определенного оборудования, без необходимых металлорежущих станков, без вот этих вот всех основных фондов, которые предназначены для обучения студентов, невозможно в целом подготовить квалифицированного инженера, который будет составлять здоровую конкуренцию на рынке труда. Последнее наше достижение кафедральное – это создание нашей новой лаборатории. Лаборатория дизайна и промышленной технологии называется. Лаборатория оснащена по последнему слову сегодня промышленной техники. Огромное спасибо университету, что вот он заботится так о нас. Чингис Февзеевич очень активное участие принял в создании этой лаборатории. Он просто говорил, что мы не имеем права ни создать, ни сделать, ни открыть. Лаборатория красивая, светлая, хорошо распланированная, хорошо продуманная, с современным освещением и современным оборудованием. Я думаю, что для творчества студентов эта лаборатория будет играть огромную роль. Мы еще сможем продемонстрировать высоту своих творческих чаяний. Сегодня воспитанники факультета составляют ядро инженерно-педагогической интеллигенции республики, плодотворно работают во всех сферах экономики, образования, строительного, промышленного производства. Многие из них стали руководителями ведомств, организаций и предприятий. Наш университет – кузница инженерных кадров. Не побоюсь сказать, что таких направлений обучения, как у нас, нет ни в одном вузе в Крыму на сегодняшний день. У факультета налажены тесные связи с крупными предприятиями. Открыты базовые кафедры на судостроительном заводе «Залив», заводе «Пневматика» и филиале крупнейшей корпорации «КамАЗ». В 1994 году в структуре Крымского государственного индустриально-педагогического института был создан филологический факультет. В его становлении принимали активное участие автор многих учебников по крымско-татарской литературе для общеобразовательных школ Алие Велиулаева, известные лексикографы Сейран Усинов и Энвер Абдулаев, исследователь истории крымско-татарского языка и литературы Кемал Усинов. В эти годы с факультетом активно сотрудничали писатели и поэты Сафтер Нагаев, Юнус Кандымов, Урие Эдемова, Айше Кукиева, Аблязис Велиев. Первым деканом филологического факультета был назначен Исмаил Керимов. Вклад доктора филологических наук профессора в развитие научной мысли трудно переоценить. Под его руководством защищены 14 кандидатских диссертаций. Все его студенты и научные последователи отмечают фантастическую работоспособность Исмаила Асановича и его увлеченность наукой. И я начал собирать новую команду. И вот каждый день ходили, знакомились, спрашивали, формировались. Вот и украинская часть, и русская часть, иностранная часть, крымско-татарская часть. Я был одновременно и заведующим кафедрой, и деканом. У нас даже не было уборщиц в первое время, технического персонала. То есть я как декан должен был организовать уборку аудиторий, доски, мел, тряпка, веник, ведро, все это было. Сегодня филологический факультет – это творческий, интересный коллектив преподавателей и студентов с большим научным потенциалом. Учебную работу на факультете осуществляют более 60 преподавателей, среди которых 6 докторов наук, более 30 доцентов, кандидатов наук. Ныне в его состав входят 5 кафедр и лингофонная лаборатория.
Факультет готовит лингвистов, переводчиков и литературоведов высокой квалификации, знающих несколько иностранных языков, свободно ориентирующихся в отечественной и зарубежной литературе, российской и европейской культуре. Диплом филолога открывает перед выпускником множество интересных и перспективных профессий, таких как преподаватель, журналист, редактор, публицист, переводчик, писатель. В рамках научной работы на филологическом факультете проходит целый ряд ежегодных научных мероприятий для школьников, студентов, аспирантов и преподавателей. Şimdi talebelerimizin bilgilerini keşfedeceğiz. Hey Leute, lass uns die Antworten finden. Also, die erste Frage, die wir bekommen haben, heißt, wie alt ist unsere Uni? Wie alt ist KIPU? 25. Чому 32? Тому що в нашому університеті 32 кафедри. Who is the founder of KIPU? Yakubovich. Ne kadar öğrenci KIPU'da okuyor? Binlerce. Ve biz onların arasındayız arkadaşlar. Hepsi doğru cevap verdi. Pek sevindim ben. Филологи и представители технических наук достигли значимых высот, но, возвращаясь к названию университета, обратимся к его педагогической составляющей. Факультет психологии и педагогического образования ведет свою историю с 1994 года. Был открыт как факультет дошкольной и начальной педагогики. Через 2 года расширяет образовательную деятельность и реорганизуется в педагогический. В 2005-м становится психолого-педагогическим, а с 2015-го факультетом психологии и педагогического образования. За долгие годы работы он собрал штат профессиональных специалистов, действующих консультантов, имеющих за своей спиной тысячи часов практической работы с обучающимися. Более 100 научно-педагогических сотрудников, среди которых 9 докторов наук, профессоров, 55 кандидатов наук, доцентов постоянно публикуют свои исследования в серьезных деловых и научных изданиях. Подготовка специалистов осуществляется на 7 кафедрах – бакалавры и магистры. Дефектологи, логопеды, психологи, педагоги дошкольного, начального и технологического образования. Это люди, для которых личность ребенка и семейные отношения являются основным объектом приложения их компетенций. Они успешно работают в школах, детских садах, коммерческих фирмах, на промышленных предприятиях, в административных структурах городов-районов, в центрах социального обслуживания и центрах профессиональной ориентации, социальных отделах государственных организаций, службах помощи семье и детям. Выпускники факультета добиваются высоких результатов в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 3 из них уже заведуют кафедрами факультета. Факультет создал позитивный имидж в республике, и сегодня с ним стремятся сотрудничать на долговременной основе не только школы Симферополя, Крыма, но и Международный детский центр «Артек» и другие организации. Был случай, когда министр образования республики обратилась к нашему ректору, к Чингизу Фюзевичу, который тут же перезвонил мне и сказал, просьба отправить выпускников в школу, именно специалиста в области начального образования. Ни одного выпускника не нашли, поскольку все были трудоустроены. Попросили с 4-го курса, на 4-й курс. То же самое. Мы не могли найти, вы понимаете. Обратились на 3-й курс. Студентка, которая учится на отлично, мы ее командировали в эту школу для работы. Она устроилась, по сей день там работает. Очень много хороших положительных отзывов. И очень часто даже звонят и благодарят: спасибо вам за квалификацию, за уровень подготовки ваших выпускников. А для любого преподавателя, для любого структурного подразделения это действительно причина, чтобы гордиться. И также плоды нашего труда, плоды нашей работы.
Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий – это действующий с 1994 года крупный региональный научно-образовательный центр, объединивший ученых в области бухгалтерского учета, анализа, аудита, менеджмента, финансов, мировой экономики и информационных технологий. Коллектив факультета сегодня – это умные и трудолюбивые студенты. Это уникальный профессорско-преподавательский состав, 5 докторов наук, профессоров и 35 кандидатов наук, доцентов с неизменным стремлением быть научной элитой и чувством ответственности за развитие экономической науки. При этом значительная часть коллектива факультета представлена его выпускниками. За 19 лет на факультете подготовлено свыше 4000 бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, которые успешно трудоустроились и работают на ведущих должностях во всех отраслях экономики Крыма и за его пределами. За этот период, с 1995 года, мы подготовили более 3500 специалистов, высококвалифицированных специалистов, экономистов и научных работников. Я имею в виду кандидатов, доцентов наук, докторов наук. Так что этот потенциал работает и будет работать на развитие нашего прекрасного полуострова Крыма. КИПУ – это большой вклад в экономику Крыма, формирование трудового потенциала республики. Это и определенная ответственность, лежащая на преподавателях, на руководстве. Мы формируем, можно сказать, будущее страны. От нас зависит карьера выпускников, ну и в целом развитие Крыма. В научных школах факультета ведется активная работа. Сотрудники издают учебные пособия, монографии, ежегодно проводят научно-практические конференции, круглые столы, семинары и другие мероприятия. А также здесь функционирует студенческий туристический клуб «Стьют Travel КИПУ». Среди студентов есть и изобретатели, и разработчики мобильных приложений. Идея пришла нам в тот момент, когда наши преподаватели устроили нам экскурсию в Бахчисарае. Мы тогда посетили Чифут-Кале. И было очень обидно, что очень много разрушенных всяких памятников, строений. И посмотреть это, как оно было в истинном виде, очень тяжело. А реставрировать тоже как-то никто не возьмется, и очень дорого стоит это все. Была идея тогда сделать это все с помощью дополненной реальности. То есть, чтобы любой пользователь мог прийти с помощью обычного своего телефона, устройства, просто взять и навестись и посмотреть, как оно было. Это маркеры, на которых находятся 3D-модели разных архитектурных объектов. Например, на этом маркере находится мечеть Ишель-Джами, которая была восстановлена 3D-моделером на основе данных, предоставленных ему. Сейчас эта модель полностью разрушена, и при ее создании пришлось основываться на архитектурной раскопке. И также эта модель, это Бани Ал-Ришес, которая находится в Бахчисарае. На данный момент там только руины, но благодаря нашему приложению вы можете навестись на камеру и посмотреть, как выглядела эта баня в первоначальном виде. Чем данное приложение было бы интересно для музеев? Во-первых, мы решаем проблему реставрации, как уже отметил Александр. Также это решение может применяться не только в музеях, но и, к примеру, в каких-то тематических кафе, ресторанах, да? То есть, которые каким-то образом связаны с историей. Таким образом, наше приложение, в принципе, можно интегрировать много где, и для пользователей, мне кажется, это довольно-таки хорошая возможность лучше узнать свою историю. Также наше приложение мультиязычно, стоит заметить. На данный момент у нас есть 3 языка ключевых. Это русский, английский и крымско-татарский. То есть в какой стране вы бы ни были, если вы найдете такой маркер, наведетесь на него, то с большой вероятностью вы сможете ознакомиться с объектом на вашем родном языке. Более того, мы недавно добавили такую функцию, называется виртуальный аудиогид. Она позволяет вам, просто надев наушники, опять же, прослушать всю историю на вашем родном языке в аудиоформате. То есть тоже довольно-таки актуальная проблема, то что, приезжая за границу, в какую-либо страну, обычно люди вынуждены слушать гидов, которые коренные жители, на ломаном русском языке. Кому это нужно? Если есть качественно записанный аудиогид в студии на вашем родном языке.
Факультет тесно сотрудничает со многими отечественными и зарубежными вузами и научными организациями с потенциальными работодателями. При этом большинство выпускников факультета трудоустраиваются по специальности еще на этапе обучения в университете. Заслужили определенный имидж, что к нам идут уже даже с южных регионов Российской Федерации, Кубань, Краснодар. Вот. Если из Москвы. Факультет истории, искусств крымско-татарского языка и литературы самый молодой в университете. Образовался в 2015 году на базе факультета крымско-татарской, турецкой филологии и факультета искусств. Именно здесь студенты получают прекрасную возможность для поиска новых путей в творчестве, ведь им предлагают профессиональную подготовку не только в области истории и классических искусств, но и в сфере журналистики, литературоведения и языкознания. Сегодня факультет объединяет 7 кафедр, которые ведут подготовку по различным направлениям и профилям. Научная, творческая деятельность каждой кафедры направлена на исследование и популяризацию истории и культуры народов Крыма. На факультете работают специалисты высокого профессионального уровня и деятели культуры России, народные заслуженные артисты Крыма. А это 70 сотрудников, 6 докторов наук, 44 кандидатов наук, доцентов. Здесь функционирует Центр тюркологических исследований с научной библиотекой, которая насчитывает более 4000 источников на турецком языке. Кроме того, преподаватели посещают библиотеки и архивы разных стран. На факультете созданы 3 лаборатории: декор костюма и текстиля, художественной керамики, практической журналистики и лингофонный кабинет. В лабораториях мастера искусств моделируют одежду, создают керамические изделия и яркие композиции из стекла. Вчера мы поставили печь спекаться, температура была 780 градусов, спекалась она 3 часа и потом сутки охлаждалась. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Вот это наши экспериментальные бутылки. Сюда мы положили лаванду. Вот, россыпь пошла. Здесь ее было много, поэтому она дала такое задымление интересное. Вот такие эффекты у нас. А вот на кусок обычного оконного стекла мы положили банку. Вот такие разные штуки у нас получились. Вот еще такая с лавандой. Тут ее было много, она дала такое задымление. Нужно будет это все оттереть. Такая подставочка получилась. Любовь к искусству, родному языку и к истории живет в Февзи Якубовиче с самого детства. Именно поэтому он с особым трепетом создавал наиболее комфортные условия для развития этого факультета. Сейчас его студенты и преподаватели – это большая семья высокой культуры. Вместе они созидают, сохраняют и развивают духовную культуру народов Крыма и с особым энтузиазмом изучают археологию полуострова. На каждой кафедре факультета свои сокровища, созданные творческим коллективом или найденные в ходе долгих археологических исследований. Раскопки ведутся в разных частях Крыма. Экспедиции проводит кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Эмиль Сейдалиев. Именно под его руководством студенты КИПУ поднимают древние сокровища Крыма из-под многовекового культурного слоя земли. Вот уже 40 лет в этом году, как городище средневекового Салхата на территории столицы Золотоордынского Крыма ведет раскопки экспедиции Государственного Эрмитажа. И вот уже практически 10 лет в следующем году, как наш университет Крымский инженерно-педагогический, наши студенты принимаем участие в этих работах. Это очень важно с точки зрения понимания прошлого в целом средневекового Крыма, прошлого в целом истории крымских татар здесь, на территории Крыма. Раскопки и изучение древности для Эмиля Сейдалиева стали призванием всей его жизни. В 2017 году его группа обнаружила фрагменты дворца Калги Султана, второго по значимости человека в иерархии Крымского ханства. Это стало археологической сенсацией в Крыму. Средневековая кладка, строительная керамика, керамический водопровод, осколки фарфоровой и стеклянной посуды, найденные археологами на улице Воровского, бесценны. Об этом дворце писали многие путешественники, и, может, работа студентов КИПУ будет в основе последующих фундаментальных реконструкций.
Это уже действительно 10 лет наблюдаю я, как ребята работают, и все студенты на самом деле с удовольствием приезжают на практику и потом остаются. Некоторые из них даже до конца экспедиции приезжают на следующий год. Поэтому в этом плане, я думаю, археология у нас перспективная, приятно наблюдать, когда твоя работа, она вызывает неподдельный интерес и у твоих учеников. Молодой факультет выпускает в мир самых творческих людей, осуществляя подготовку будущих деятелей искусств, журналистов, историков, языковедов и филологов с правом преподавания 2 языков. Большую роль в организации научной работы в КИПУ играет научно-исследовательский институт крымско-татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма. Сотрудники института издают словари, учебную литературу, проводят монографические исследования и открывают новые страницы ранее неизвестных материалов и источников по истории, литературе и культуре Крыма. Авторы, рецензенты, переводчики и редакторы института обеспечивают планомерное развитие и качество учебного процесса на крымско-татарском языке. Сегодня разрабатывается серьезнейшим образом крымско-татарская терминология по химии, по математике, уже вышла книга, по физике и так далее, по истории. И это все команда решает. Сколько разрабатывается исторических вещей, литературоведческих вещей, фольклористических, кадиасхерские книги. Али Ильич у нас работал, и у нас эта книга сформировалась и вышла под нашей эгидой. 1612-1613 года. Юридическая терминология в крымско-татарском языке и вот эта база. Вы представьте, там 124 тома. Из этих 124 томов казахских книг вышла только первая. Она вышла благодаря тому, что есть НИИ. Крымско-татарская тематика в архивах Западной Европы. Я издал такую монографию. Художественные искания в крымско-татарской литературе середины 19 века. Это все исторические вещи. Наши труды, они хребет сегодня нашей специальности. Вместе с университетом развивалась и научно-техническая библиотека. Начала свою работу в 4 небольших комнатах общежития ПТУ номер 25, где первые сотрудники прикладывали все усилия для качественного обслуживания читателей. Значительную помощь в пополнении фонда книгохранилища оказали разные вузы. Так, к завершению первого учебного года на полках библиотеки поселилось более 10 тысяч книг. В 1996 году их перевезли в новое здание, и последующие годы стали наиболее благоприятными для расширения фонда и развития библиотеки. В библиотеке ведется электронный каталог, автоматизирован весь процесс комплектования и обработки документов. С 2016 года работает электронная библиотека выпускных квалификационных работ, которая пополняется и обслуживается сотрудниками научно-технической библиотеки и размещается на платформе сайта университета. Сегодня университетская библиотека – это центр специализированной научной и методической информации. За четверть века здесь сформировался богатый книжный фонд. Сейчас он насчитывает более 230 тысяч экземпляров изданий по всем научным отраслям. Но главное достояние библиотеки – это ее сотрудники. Их неоценимый труд, любовь к своему делу во многом способствовали успешному развитию библиотеки и университета. Одной из самых красивых площадок для получения среднепрофессионального образования в Крыму стал инженерно-педагогический колледж. Сейчас там почти 400 учащихся, в число которых вошло всего 3 мужчин. Подготовку будущих специалистов в колледже ведут 24 преподавателя. 2 из них работают в этих стенах больше четверти века. Многие из них стали настоящими мастерами педагогического труда. В настоящее время инженерно-педагогический колледж – это высшее учебное заведение 1-го уровня аккредитации, располагающееся в поселке городского типа Почтовое. Колледж образовался на базе Симферопольского педагогического училища, открытого Министерством образования Крыма в 1992 году. Через 5 лет училище вошло в состав КИПУ, а уже в 2010-м ему был присвоен статус колледжа.
Древние говорили, что учитель и врач не боги, но первые после него. Поэтому звание учителя – это очень высокое звание. Нужно и самому быть богом, ну, богиней, скажем так, и богинями сделать наших студентов, чтобы они не просто получили дипломы, чтобы эти дипломы были синонимом таких качеств, как честность, порядочность, милосердие, вот это понимание высокого звания педагога. Конечно, это очень и очень непросто, но именно воспитать настоящих преподавателей, настоящих учителей мы стараемся, чтобы они для своих детей были именно, ну, если можно так сказать, богинями. С первых дней открытия института ориентация на культурно-интеграционные процессы составляла нравственный смысл его многогранной деятельности, являясь стержнем практически всей проводимой работы. Положительные результаты дали ставшие традиционными еженедельные студенческие четверги. Это своеобразная школа межкультурного опыта, ментального и практического приобщения молодежи разных национальностей к культуре друг друга через поэзию, музыку, спорт. Достижения студенческой самодеятельности признаны в Крыму, России и даже за рубежом. Своим приказом Фивзи Якубов вел 4-семестровый курс шахмат на все педагогические специальности. Он убежден, шахматы – это мудрейшая игра для формирования мышления, и она должна культивироваться в детских садах, в начальных классах средней школы и в семье. Сейчас многие вузы изучают шахматный опыт КИПО. Крымский инженерно-педагогический университет стал 10-кратным чемпионом Крыма в командном первенстве и входил в первую пятерку Украины. Олег, братан, что такой грустный? У нас день факультета искусств, а ты грустный. С работы уволили, там такой. О, а где ты работал-то? В детском саду. Понимаешь, дети меня боятся, я вот не знаю, что делать. Вроде нормально, да, говорю, не бойся, не бойся, кушай нашу. Ты на горшок быстро. В чем дело, я... Ты, братан, я не знаю, почему тебя уволили, честно. Команда КВН «Еще» – 6-кратный чемпион Крыма и финалист высшей лиги КВН Украины. Команда сразу полюбилась в Крыму и приобрела своих фанатов за пределами полуострова. Ее участники гордятся тем, что кроме них еще ни один крымский вуз не достиг такого успеха. Студенческий юмор вуза продолжают нести команда «Люди Т» и новая команда «Да ладно». Девушка, познакомимся? Я с алкашами не знакомлюсь. Это что, бензин? Да. 95-й? 92-й. Более 100 человек, включая среднюю детскую группу, танцуют в ансамбле «Учансу», которому аплодировали студенческие аудитории России, Турции, Болгарии, США. Университетский скрипичный ансамбль «Сельсибель» стал лауреатом Всероссийского студенческого конкурса и выступил в концертном зале «Россия» в Москве, который очень популярен в Турции, Румынии и многих странах Европы. Хор КИПО под руководством Эльмиры Сейтмеметовой на международном московском фестивале «Акапелла» завоевал приз зрительских симпатий и премию в 400 тысяч рублей. Созданная в КИПО команда по регби успешно представляет университет на просторах России, а в прошлом выступала в первой лиге чемпионата Украины. Все стороны разнообразной студенческой жизни находят свое отражение в материалах ежемесячной малотиражной газеты «Гармония», которая публикуется в университете с 22 марта 2001 года. Главной целью издания стало воспитание активной жизненной позиции студенческой молодежи, содействие в формировании социально-психологической атмосферы толерантности и межэтнического согласия, присущих современному гражданскому обществу. Студенты и преподаватели университета принимают активное участие в тематических телевизионных передачах на площадках государственных телерадиокомпаний. Сегодня студенты КИПО входят в состав молодежного правительства Республики Крым. Должна быть к науке
жадность должна быть к науке, аппетит должен быть, честолюбие должно быть к науке, понимаете? Все должно идти от корней. Должны быть люди высочайшей квалификации, высочайшего уровня, каждый в своей сфере. КИПУ для меня – это мои дети, моя жена. Это моя мечта, которую я унесу с собой в мир иной. Я даже, вот, видимо, закрывая свои глаза перед уходом, я буду все равно видеть перед собой наш университет. Я могла его понять, его устремление. Вот, я его всегда поддерживала, как могла. Было, конечно, очень трудно, но его воля, его целеустремленность, его работоспособность, его умение нравиться людям, у него такой кругозор широкий. Он на любую тему может завести с вами разговор. И он во всем этом просвещенный. У него ум врожденный. Приобретенный такой не может быть. Сколько человек не будет стараться работать, у него врожденный ум, понимаете, врожденный талант. И плюс к этому таланту, когда есть трудолюбие, работоспособность, упорство, настойчивость, целеустремленность, и, конечно, тогда такой человек может прийти к тому, к чему он стремится. Февзи Якубович считал своей главной задачей возрождение культа интеллекта, поэтому в качестве призыва к науке и образованию на территории КИПУ в 2004 году был установлен постамент будущему Нобелевскому лауреату. Как зов к науке, образованию, постамент стал воплощением прекрасной идеи. Земля вращается по спирали, вырастают колонны, носители возвышенного. На последней колонне установлено символическое яйцо, символ рождения. Рождение лауреата Нобелевской премии. И как только это произойдет, в его честь будет установлен бюст. Февзи Якубов стоял у истоков создания университета. Он всегда отмечал работу всех преподавателей, профессоров в деле становления и развития вуза. Задача сохранить и приумножить имеющиеся сейчас возложена на сотрудников КИПУ и Якубова Чингиза Февзиевича. В 2016-м ректором университета был назначен Чингиз Якубов, кандидат технических наук, доцент, доктор-инженер Германии. Спасибо за доверие и внимание. А Февзи Якубович стал почетным президентом университета. Назначение Чингиза Якубова на должность ректора совпало с началом строительства долгожданного политнического центра. Создание студенческого комплекса Центра политнической культуры молодежи было одной из целей Февзи Якубова. Строительство было предусмотрено еще в 2000 году поручением президента Украины Леонида Кучмы. Но 15 лет борьбы за создание комплекса при университете, 15 лет ходьбы по коридорам быстро меняющейся власти Украины с обращениями к первым руководителям Турции, Узбекистана, Азербайджана, ко многим университетам разных стран, благотворительным, общественным и известным меценатам оказались безуспешными. И только после исторических событий 2014 года под личным контролем главы Крыма Сергея Аксенова строительство центра началось. Эта стройка подарила КИПУ мечту стать крымским флагманом научной мысли. Политнический центр – это открытые ворота в ментальный мир разных народов. Это научная база для знаменитых ученых, деятелей литературы и культуры разных стран, приглашаемых для работы в университет, в Крым и в Россию. Это интеллектуальное пространство для международных молодежных встреч, конференций, выставок, спортивных соревнований, фестивалей. Это возможность сконцентрировать мировую научную мысль здесь, в Крыму. Безусловно, огромным подспорьем и самым главным стимулом для дальнейшего развития университета является строительство полиэтнического центра культуры молодежи при КИПУ. Если говорить в цифрах, то это 24 тысячи квадрата. Это 12 этажей на 750 мест, только лишь общежитие. Это первая очередь. Благодаря личному вмешательству главы республики Сергея Валерьевича Аксенова нам выделено на проектирование 15 миллионов. Уже будет объявлен тендер на реализацию этих проектных работ. Что это будет? Это плюс
огромнейшая библиотека на 4 этажа. То есть 2 этажа вниз – это книгохранилище, и 2 этажа вверх – это, собственно, сама библиотека. Кроме того, это спортивный комплекс. Это огромная аудитория для проведения различных конференций, симпозиумов, встреч, круглых столов и так далее. Поэтому действительно это будет центр во всей своей красе, полиэтнический центр культуры, молодежи. Будет оставлен, естественно, задел для академического обмена. Уже сегодня мы идем на соглашение о приглашении сюда ведущих профессоров Российской Федерации. Надеемся, что и мировая профессура нас будет поддерживать в этом плане. Мобильность, студенческая мобильность, чтобы студенты, приезжающие из других вузов России, мира, могли также здесь комфортно расположиться, познакомиться с Крымом, а наши ребята могли также ездить туда. Миссия Крымского инженерно-педагогического университета – это объединение в просветительской, образовательной деятельности всех крымских народов. Сегодня КИПУ устремлен в будущее через науку. Университет стал символом возрождения крымско-татарской культуры, хранителем языка и истории. С 2004 года территорию университета украшает монументальный комплекс Возрождения, созданный коллективом университета в знак благодарности всем, кто проявлял гуманизм к судьбе крымских татар. Сегодня под куполом университета молодежь разных национальностей взаимодействует друг с другом в непрерывном процессе обучения, воспитывая доверие к друг другу, уважение к традициям, истории и религии. В чем уникальность нашего университета? Все ребята изучают крымско-татарский язык. Студенты направления обучения музыкально-инструментальное искусство владеют искусством игры на крымско-татарском народном инструменте саз. Наш многонациональный хор исполняет песни на многих языках. Это вуз, в котором создан эфир многонационального созидания, атмосфера духовности, нравственности, атмосфера многонационального взаимодействия. Воспитывается высокопрофессиональная молодежь, которой мы всегда будем гордиться. Надо идти вперед. У нас есть такая амбициозная задача стать одним из лучших региональных вузов на сегодняшний день в Южном федеральном округе, к чему мы сегодня очень серьезно стремимся. Университет для меня это и жизнь, и судьба. Нам еще многое нужно сделать. Перед нами грандиозные цели и задачи. Не бойтесь великих задач и великих стремлений. Они подготавливают великие события и выковывают великих людей. Так говорил Исмаил Гаспринский. Так думаем мы. Для нас нет большего счастья, чем процветание родного университета во благо Крыма и России.